когда мы говорим о первом сексуальном контакте, то мы как раз-таки говорим о том, что при первом сексуальном контакте возможность забеременеть в равной степени такая же, стопроцентная, как и при любом там 100-м, 200-м или 3000-м контакте. Да, презервативы дорогие, но они относительно дешевле всех остальных методов контрацепции. И здесь нужно отметить, что у презерватива есть одно преимущество. Его использует мужчина, он как будто бы сам контролирует ситуацию. Это первое. Второе, все-таки, если без презерватива заниматься сексом, то здесь есть риск заражения ИПП. Поэтому нужно несколько раз подумать, прежде чем, например, отказаться от презерватива, чтобы, например, за него заплатить 30 сомов. А с другой стороны, есть, конечно, масса других методов контрацепции, которые можно использовать, но они имеют меньшую надежность, чем презерватив. Это могут быть спермицидные свечи, крема, это может быть шеечный колпачок, диафрагма, это могут быть специальные спермицидные мази и муссы, которые вводятся специально за несколько часов до полового акта. Мы же здесь говорим об удовольствии физическом, да, то есть, конечно, оргазмического удовольствия от орального секса девушка не получит, однозначно. Здесь, скорее всего, в первую очередь на первый план выдвигается сексуальное удовольствие партнера. Но точно так же мы можем говорить и об оральном сексе наоборот, когда партнер совершает оральный контакт с партнершей, тогда, конечно, у женщины масса возможностей для удовольствия, ну а партнер доставляет это удовольствие. Поэтому здесь это обоюдные договоренности внутри пары. Но на самом деле вот о вреде мастурбации, практически, наверное, сколько человечества существует, столько и начинают там рассказывать какие-то сказки. В большей степени, мне кажется, это такой сдерживающий фактор для того, чтобы молодые люди меньше обращались к мастурбации. Да? Ведь у человечества одна цель – продолжить себя в веках там и исторически. Мастурбация – хорошая замена сексуальному контакту. Мало того, это возможность снять напряжение сексуальное, получить удовольствие и даже оргазм при определенных случаях. Поэтому на сегодня доказательств вреда мастурбации нет. Начало сексуальной жизни, оно должно быть осознанным. То есть осознанным с точки зрения того, что я действительно этого хочу, я действительно готов предотвращать риски, которые могут быть связаны с сексом. Я действительно вижу перед собой партнера или партнершу, с которым мне хочется заниматься сексом или с которой мне хочется заниматься сексом, и что это обоюдное согласие. Мне всегда задают вопрос, и я задаю вопрос, есть ли секс у 70-летних или 75-летних? Да, есть. Он другой, может быть, по виду, по форме, но он есть. Сексуальные отношения продолжаются даже тогда, когда уже наступает менопауза или какое-то увядание организма.